Баба Маня, лыжник, сноубордист Борис и Евгений. Любимые герои возвращаются на экраны. С пятым фильмом кинофраншиза «Елки» стартовала по всей стране 22 декабря. Традиционные новеллы в этот раз объединяет «Императорский пингвин». По мнению режиссера Тимура Бекмамбетова, главный секрет успеха «Елок» в том, что все ситуации, в которых оказываются герои, абсолютно реальны. Потеря денег, поиск любви в соцсетях, преодоление страхов – все это знакомо почти каждому из нас. Компромат на меня собираешь? А ну-ка перечеркни все. Да это обычная процедура регистрации, чего вы переживаете? Процедура! Запроцедурили уже всю. Только с «Елками» зрители могут признаться в любви на нефтяной платформе и похитить зеленую красавицу из рук Деда Мороза. Любимые миллионами герои для многих уже давно стали родными. Очень милый новогодний фильм, я аж даже всплакнула на нем. Все слишком хорошо. Вот так бы было бы всегда. Там были моменты смешные, там с этими, лыжник и сноубордист, как всегда. Больше было умиления. Лейтмотивом фильма стала идея «На Деда Мороза надейся, но сам не плашай». За мечту нужно бороться до последнего. Но в чем абсолютно уверены наши герои, без них Новый год точно не начнется. Кинофраншиза «Елки» уже давно перестала быть просто новогодним фильмом. Как показывают опросы, многие россияне ставят эти картины в один ряд с Дедом Морозом, оливье и мандаринами. Киносага «Елки» стала неотъемлемой частью новогоднего праздника, который объединяет всю страну. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Вести, Якутск.